На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В подмосковном Алабино стартовал самый первый и самый зрелищный конкурс армейских международных игр «Танковый биатлон». Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС не обнаружили пляж на берегу озера со стороны дачи Сталина. Свинцовый саркофаг, относящийся к раннему средневековому периоду. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор на реабилитационно-восстановительное лечение Анастасии Баде, Марии Кисян и Валерии Джинджоля. Делегация Абхазии, принимающая участие в праздничных мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, встретилась с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Санасяном. Руководитель администрации президента Алхаз Квициня передал от имени президента Абхазии Аслана Бжаня поздравительную ноту и поблагодарил руководство Нижегородской области за радушный прием. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской области и Республики Абхазия. Кроме того, в рамках встречи были подписаны два соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских связей между Гагарским районом и Городецким муниципальным районом Нижегородской области, а также между городом Пицунда и городом Бор Нижегородской области. Врачи российского мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого на территории пансионата Айтар в Сухуми, за 5 дней работы приняли 42 пациента с COVID-19, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Пациентов доставили на машинах скорой помощи со всех районов республики. Отмечается, что решение о госпитализации и дальнейшем лечении в госпитале принимается по согласованию с участковыми врачами. В госпитале также проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. В течение 3 дней было обработано более 100 анализов. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование. Анализ делается в течение 40 минут. В подмосковном Алабино 22 августа стартовал самый первый, самый зрелищный конкурс армейских международных игр «Танковый биатлон». В этом году в нем принимают участие 19 сборных, которые разбиты на 2 дивизиона. В первом дивизионе 11 команд, победителей и призеры 2020 года. Россия, Китай, Белоруссия, а также сборные, показавшие лучшие результаты в предыдущие годы: Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и сборная Вьетнама. Абхазские военные выступают во 2-м дивизионе и будут соревноваться с командами Мали, Киргизии, Южной Осетии, Лаоса, Катара, Таджикистана и Мьянмы. Напомним, что абхазские военнослужащие в этом году принимают участие в 6 конкурсах международных армейских игр, первый из которых «Саянский стрелок» прошел в апреле. В Приэльбрусе на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол военнослужащие Абхазии выполнили лазание на скалодроме в рамках подготовки к международному этапу конкурса на звание лучшего высокогорного подразделения «Эльбрусское кольцо» армейских международных игр 2021 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Они опробовали свои силы на скалодроме высотой около 20 метров. В конкурсе принимают участие более 90 военнослужащих в составе 9 команд военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Каждую команду представляют 12 человек. Впереди у абхазских военнослужащих еще 4 конкурса: тактический стрелок, десантный взвод, морской десант и танковый биатлон. Мы следим за выступлениями наших команд и будем сообщать об их результатах.
В ходе реализации оперативной информации в селе Лада-Баргяб Галского района сотрудниками СГБ Абхазии задержан Квацба Георгий Владимирович, 1986 года рождения. Уроженец и житель указанного села, который подозревается в незаконном хранении взрывных устройств, боеприпасов и наркотических средств, сообщает пресс-служба СГБ. При обследовании домовладения и приусадебного участка, принадлежащего Квацба, сотрудниками СГБ обнаружены и изъяты 2 гранаты с 2 запалами, 45 патронов калибра 5,45, 2 магазина к автомату Калашникова, наркотическое средство каннабис, марихуана. Согласно заключению экспертов, изъятые взрывные устройства и боеприпасы пригодны к производству взрыва и выстрелов. Задержанный водворен в ИВС ОВД по Галскому району. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело. В ходе раскопок в Очамчире найден свинцовый саркофаг, относящийся к раннему средневековому периоду. Совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых ведутся на античном городище Гюенос уже 3 года. За это время здесь было найдено немало интересных предметов, однако свинцовый саркофаг действительно уникальная находка. Алика Трапш расскажет подробнее. В древнем городище Гюенос, ныне Очамчира, на протяжении 3 лет ведут раскопки абхазские археологи совместно с российскими коллегами. За это время было найдено немало ценных артефактов. Но в этом году, уже к концу экспедиции, археологи обнаружили нечто самое ценное – свинцовый саркофаг, который предположительно был захоронен 1500 лет назад на месте древнего храма. К слову сказать, останки самого древнего христианского храма были обнаружены еще до войны археологами во главе с Сергеем Шамбо. Конечно, мы предварительно датируем 5-6 веком, потому что саркофаг, то есть покойник был погребен именно в помещении этого храма. Храм датируется 5-6 веком, ну а придворье, если же чуть позже был пристроен, может быть это на лет на 100, на 200, ну и на более. И поэтому, а там больше никаких особых таких находок нет, и, соответственно, я думаю, что особо не ошибаемся, когда мы датируем этим 5-6 веком. И ранее на территории Абхазии в ходе раскопок были случаи обнаружения каменных захоронений. Но саркофаг из свинца обнаружен впервые. И этот артефакт действительно является уникальным. Обнаруженный саркофаг был в неплохом состоянии, чуть придавленный сверху. Вес саркофага очень тяжелый, не менее 100 килограммов. Для того, чтобы извлечь его и перенести в надежное место, археологам понадобились колоссальные усилия. Вся история подобных находок свидетельствует, что обычно в саркофаге не хоронили простого гражданина. Специалисты предполагают, что в нем погребен кто-то из высокопоставленных. Там священнослужитель какой-то непростой, понятное дело, региональный какой-то, видимо, самый представитель. Вот. Может быть, а может и гражданская, который на особом почете был и особо почетном месте его похоронили. Простого в этом храме не похоронили бы, тем более заказав и похоронить его в таком, это сейчас по нынешним меркам как золотой гроб, я вам скажу. При извлечении саркофага на поверхность небольшая часть дна откололась и стали видны кости погребенного. Участники экспедиции не стали на месте открывать саркофаг. Для этого нужно привлекать разных специалистов, которые в полном объеме изучат артефакт. Открывать мы будем с привлечением, я сказал, специалистов, соответственно, потому что 1500 лет тому назад, 1400-1500 лет тому назад, мы не знаем, от чего умер покойник, от чего этот самый и тому подобное. Хотелось бы все исключить, насколько это возможно, все исключить и изучить, и потом открыть, что там лежит. Я не думаю, что там такого ценного, особо ценного, ценных вещей там нет, понятное дело, потому что это христианское захоронение, как положено, покойник похоронен, как положено христианину. Аркадий Джопа особо подчеркнул, что все археологические предметы, найденные на территории Абхазии, из страны вывозиться не будут. Их изучают на месте. Свинцовый саркофаг сейчас находится в надежном месте под охраной. После изучения он будет перенесен в Государственный музей. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС совершили инспекционную поездку на озеро Рица, сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели проверяли поступившую информацию о стихийно возникшем пляже на берегу озера со стороны дачи Сталина. Во время поездки данный факт не подтвердился. На территории Рицинского национального реликтового парка установлены стенды, где размещена информация о запрете купания в озере и штрафах за нарушение данного ограничения. Помимо этого, сотрудники ГИМС проверили наличие спасательных жилетов у туристов, плавающих по озеру на маломерных судах, в частности, на катамаранах. В случае отсутствия спасательных жилетов на туристах, которые были выявлены на момент проверки, владельцы катамаранов объяснили тем, что сами отдыхающие снимают с себя выданные жилеты, тем самым нарушают правила безопасного поведения на воде. Спасатели настоятельно рекомендовали владельцам катамаранов строго следить и устранять подобные нарушения во избежание чрезвычайных ситуаций. Национальный банк объявил о выпуске 2 новых монет номиналом в 10 абсар в серии «Выдающиеся личности Абхазии». Памятная монета Зураба Ачба посвящена 70-летию со дня рождения видного общественного и политического деятеля, заместителя председателя Народного форума Абхазии Айтгылара, депутата Верховного Совета Зураба Ачба. Монета номиналом 10 абсаров выполнена из серебра 925 пробы, выпущена тиражом в 100 экземпляров. Художник Батал Джапуа. Памятная монета Шлиман Цыба посвящена 95-летию со дня рождения турецкого футболиста абхазского происхождения, президента футбольного клуба «Бешикташ» Сулеймана Себа. Тираж монеты 100 штук, материал серебро 925 пробы, номинал 10 абсар. Министерство просвещения и языковой политики проводит конкурс «Методическая копилка идей», целью которого является выявление новых методов преподавания и внедрение их в систему образования. Во второй Сухумской средней школе прошла встреча министра Инала Габля с преподавателями истории со всех районов Абхазии. Обсуждались организационные вопросы проведения конкурса, а также проблемы в системе образования, вызванные распространением коронавирусной инфекции. С разных районов, и нам будут присылать уроки, которые они проводят, применяя различные формы обучения, насколько возможно, и технические средства, чтобы они применяли. И затем мы, во-первых, можем распространить эти формы и опыт. И в конце года мы проведем отбор и лучших учителей, которые применили лучшие методы, новые формы какие-то в обучении применяют, мы их отметим. Это один из моментов. Второй момент, конечно же, это выявление одаренных детей. Сейчас у нас, например, проходил же отборочный тур к конкурсу «Умники и умницы». Мы, соответственно, будем продолжать эту работу, мы будем отбирать детей. Это одна работа. Но помимо этого мы еще будем проводить конкурсы, насколько возможно, в очной форме не получится, будем в онлайн-форме. То есть в любом случае мы работу с детьми, с одаренными, мы не можем прекратить. Конечно, мы должны ее продолжать. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор на реабилитационно-восстановительное лечение Анастасии Бадя, Марии Кисян и Валерии Джинджоля. У всех девочек один диагноз – детский церебральный паралич. Им нужно пройти очередной курс реабилитации, чтобы улучшить состояние здоровья, укрепить мышцы, самостоятельно встать и даже начать ходить. Чтобы помочь всем троим, необходимо собрать 236 тысяч рублей. Анастасия, Мария, Валерия. У этих девочек одна мечта – научиться ходить самостоятельно. Валерия уже делает первые шаги. Она учится в 7 классе, любит рисовать и хочет стать стоматологом. Любимые предметы – английский, русский и история. Ты на английском можешь нам что-нибудь сказать? Ты любишь английский? Hello, my name Lear.
В 2017 году Валерии провели 3 операции по реконструкции стоп. Ей было рекомендовано проходить реабилитацию каждые 3 месяца, чтобы встать на ноги. Однако врачи не давали надежду на то, что она сможет ходить самостоятельно. Но чудо произошло. Девочка прошла 4 курса реабилитации у тераписта Республиканского центра Еревана Армины Чапурян. И во время последнего курса она смогла пойти без помощи и поддержки. Чтобы закрепить и улучшить результаты, занятия нужно продолжать. А у Леры уже четвертый курс, как занимаюсь. Они в Ереване тоже занимались. Первый курс там было, потом 3 курса здесь. Уже, видите, самостоятельно ходит, поднимается. Это очень сложно. Чем старше, тем тяжелее, чтобы вот все это восстановить, чтобы ходили дети. Ну вот, с Лерой все получилось. Мария Кисян очень активный и позитивный ребенок. Еще 2 года назад она не могла самостоятельно сидеть, ходить, говорила отдельными словами и сильно отставала от сверстников. Девочка прошла реабилитацию в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь она может без поддержки стоять несколько часов в день. Сейчас Марии 9 лет, и в этом году она собирается в 1 класс. Ну, очень хорошие у нее успехи. Уже лучше стоять стала, сама держаться, стоять. Но она активная очень, всегда улыбается, всегда всем рада. 1 класс пойдем сейчас, начнем ходить. Ждет школу, да, как бы ходили, на подготовку ходим, но она очень любит разговаривать, очень такая болтливая девочка. А любознательная Анастасия самая младшая среди девочек. Ей 5 лет. Она играла с девочками, старалась с ними общаться, но постоянно звала маму и не упускала ее из виду. Девочка уже прошла несколько курсов реабилитации, но все еще не может держать спину и ходить. Результаты у нас хорошие, ничего не могу сказать абсолютно, кроме как радостных моментов. Мы пришли, у нас ручка была более такая под тонусом, очень зафиксированная, то есть она не поддавалась абсолютно ни под какие работы. Но я, видимо, как мама так старалась, но влияние Армины, конечно, больше физически удалось проработать ей. Мы стали вот уже крепление, то есть на пол ручки ставит, она выпрямляет, и есть результат хороший. Желание есть в ней, есть это все стремление, но главное, чтобы мы, как родители, как народ, который нам может помочь, не отстали и добились дальнейших каких-то результатов. ДЦП – это не приговор. Анастасии, Марии и Валерии нужно продолжать реабилитацию, чтобы закрепить полученный результат. Терапист Республиканского реабилитационного центра Еревана Армины Чапурян в Абхазии не 1 раз. И сейчас она находится в Сухуми и ведет девочек. Стоимость курса лечения – 235 956 рублей. Конечно, если смотреть в сравнении, это намного дешевле, чем если бы мы отправляли деток с выездом на реабилитацию. Когда мы отправляем на лечение, допустим, одного ребеночка, 200 – это минимум на реабилитацию. Есть, где мы 350, допустим, собираем, а тут разом она берет просто в разы меньше. Чем данная реабилитация отличается от той, которую они могут получить в Абхазии, это то, что Армине занимается с детками по методу боботерапии. Помочь Анастасии, Марии и Валерии можно, отправив СМС со словом «добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварасхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. До 4 августа несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды. МУП «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтом канализационных коллекторов по улицам Ардзенба и Гуля, ремонтом напорного водовода по улице Бубновой с 0 часов до 7 вечера будет прекращена подача питьевой воды по улице Адыгейская, вокзал, ВИЭМ, центр города и рынок. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность. Без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 27 градусов. Наш выпуск завершен. Всего вам доброго.